Здесь 82 гектара. Вот через 2 дня минимум 3 мы кончим сейчас до конца, завершим. Ячмень, овес, пшеница. На сельхозугодиях Ингушетии проходит жатва яровых культур. Процентов 30 дик оплачивают. Вообще оплатили совсем же квартиранты. Сотрудники водоканала провели рейд в Назране по сбору платежей. Каких результатов дал поадресный обход абонентов? Огонь! Радуга! Определить результат стрельбы. Я Кама. В регионе стартовал военно-технический форум «Армия-2019». Юноармейцев и призывников знакомят с военной техникой и тонкостями службы в армии. Мне хотелось бы научиться ходить на ходыли, чтобы чувствовать себя повыше немножко, чувствовать себя, как будто я взрослее стал так быстро. Стрельба из лука и метание ядра. В республике возрождают ингушские игры, массово приобщая детей к национальным видам спорта. Мы этого дня ждали очень долго, но пришел этот день, и нам очень грустно расставаться со своим классом. Прощай, школа, здравствуй, взрослая жизнь. В эти дни проходит череда выпускных баллов. Расскажем, чем запомнился столичный. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Хлеборобы уже приступили к уборке ячменя, овса и пшеницы. На сельхозугодиях Ингушетии идет жатва яровых культур. Но радоваться богатому урожаю приходится не всем. На своем пути аграриям пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Главное из них связано с неблагоприятными погодными условиями. Как проходит жатва на полях хозяйства Хашагульгов, расскажет наш корреспондент. Гул мотора, пыль и палящее солнце. Несмотря на жару, жатва озимых в крестьянско-фермерском хозяйстве Хашагульгов не сбавляет темпов. На поле работает сразу несколько комбайнов. Зерноуборочная техника срезает колосья у основания, а затем в молотильном аппарате зерна отделяются от ворха, после чего попадают в так называемый бункер. Как только он наполняется, собранный урожай загружают в грузовые машины. Азраил Паланкоев в сельскохозяйственной отрасли трудится уже 4-й год. Работа сложная, пыльная, но самое главное – благородная. Прессоуборочный аппарат собирает оставшиеся стебли после обработки поля комбайнами. Так предприятие максимально выжимает. Производство жатвы озимых, заготавливаемого на зиму корм для скота, пользуется спросом среди местных жителей. Петимат Картоева продукцию забирает прямо с поля. Урожайность культур в этом году снизилась в 2 раза. 20 центнеров с гектара получилось собрать. Капризы погоды сказались. Все собранное богатство отправляется в сортировочный пункт. Часть запасается как семенной материал, остальная реализуется на рынках республики. Здесь 82 гектара. Вот через 2 дня минимум 3 мы кончим сейчас до конца. Завершим это поле. Тут 82 гектара. Потом перейдем на ту сторону. У нас и там ячмень, пшеница и овес на той стороне. Сейчас в первую очередь вот это поле закончим, туда перейдем. Если бы дожди не помешали, мы, наверное, завершили бы это уже поле. Вот дожди были, вот тормозило все. А сейчас ждем такую погоду. Минимум месяц мы урожай полностью уберем. Всего под озимые в хозяйстве отведено 120 гектаров. В крестьянском фермерском хозяйстве выращивают несколько видов культур – пшеницу, овес, ячмень и картофель.
Должное внимание уделяется и самому процессу посева. Так, на одном поле не высаживается одна и та же культура 2 года подряд. Аграрии делятся. Если пренебречь этим правилам, это приводит к истощению почвы минеральных веществ. Уже после 3 лет посева поле оставляют, так сказать, отдохнуть. Удобрения в КФХ не используют. Чем это поле, как уборка кончится, его не сейчас сразу, где-то в августе, в конце спашка будет здесь. Перепашут его зимой, обработают и опять зимой посадим. Если ячмень был, значит ячмень на это поле. Если передумаем, может и картошку будем. В дальнейшем в хозяйстве намерены разнообразить посевную деятельность. В ближайшей перспективе выращивание томатов и огурцов. Продукцию планируют поставлять на местные рынки. У жителей республики будет возможность приобрести ее, что называется, сразу с поля. Хава Султыгова, Адам Гулуев, Магомед Белакиев. Новости 24. Сотрудники водоканала провели рейд в Назране по сбору платежей. Поадресный обход абонентов всегда приносит свои плоды. Это и напоминание о задолженности, профилактика и, конечно, возможность для абонентов тут же на месте погасить долги. Жаридат Халухоева продолжит тему. Потребители, управляющая компания, ресурсоснабжающая компания – это самая распространенная схема оплаты коммунальных услуг. Теперь эта процедура стала куда легче. Погасить задолженность можно напрямую и с рук. Для этого беспрерывно работают центры обслуживания и абонентские отделы. В один из них, который разместился в администрации Назрановского центрального округа, каждый месяц наведывается Зуланник Мурзиева. Для нее такой метод оплаты счетов за воду самый надежный и эффективный. С этой миссией женщина пришла и сегодня. Те, кто прийти в участок по тем или иным причинам не может, обслуживают контролеры. У Молотхан Ведижевой за 21 год работы в водоканале число абонентов возросло на несколько десятков. Только за день обслуживает порядка 200 адресов. В месяц же их насчитывается свыше 4000. Обойти своих абонентов ей предстоит и сегодня. Контролер готовится выйти в рейд по выявлению неплательщиков. Да, на 1.06. Да. Квитанции для оплаты и списки абонентов на руках. Отправная точка рейда – многоквартирный дом на улице Базоркина. Здесь, как ни странно, контролирующую комиссию встречают радушно. Так что абонентам водоканала даже не приходится настаивать. Людмила Бекова такой случай никогда не упускает. Так даже легче, говорит женщина. За 4 года своего проживания в этом доме она ни разу не превысила срок оплаты. Накопившуюся задолженность оплачивает и сейчас на месте. Молтхан тодуч бет ох, ахждатил ох, тон счетчик лат, поэтому сон ахты по счетчику ахштал уже саеч сай вовремя. Сейнтер доллар сон дикада сцена ехать съездишь, саеч су дахош ахч квитанция хало, пап бедзак квитанция жду сок. Ши выходной дали дети اوس حقي اشبتش قوليش ليلش خلص دا ارحش دا كورا برجوسون اسقاداني ليلش واخدنو يدان قردش اشت ليلش قص شيء اخشى اس حقولدش شي قولدي ديش دوس. С абонентами на месте контролеры проводят разъяснительную работу. Должникам с крупными суммами дается возможность частичного погашения с учетом финансовых возможностей. Но несмотря даже на такие меры, многие потребители уклоняются от уплаты. В основном, как отмечают в водоканале, задолженности числятся за квартирантами. С участка квартирницы нужды, чуть куба, ну бибя горько абоненту. Оплачивать дикдуян. 30% дик оплачивают. Вообще оплате режбы совсем хатсул режбы же квартиранты режбы. Да, квартиранты саж дабахач вужи хашбяхгач дабахачан халхар хашвин чумушло. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – залог уюта и комфорта, напоминают водоканале. Ведь все собранные налоги идут на улучшение водоснабжения их же округа. Это у нас главное окошко. Есть у нас еще 4 окошка в Плиево, в МРСК по Московской улице и в Газпроме. Здесь наиболее лучше приходят абоненты, оплачивают хорошо,
интересуются своими задолженностями, спрашивают про субсидии, как можно вот на льготном основании погасить свои долги по воде. Как-то стараются, чтобы и долги у них сократились, и мы идем им навстречу, стараемся как-то с подачи руководства как-то договориться с ними, чтобы они поэтапно погасили свои задолженности, если у них не получается погасить их сразу. Вот мы как-то тоже идем им навстречу. Работники водоканала только начали обход должников, и пока не обойдут все дома до последнего, работа продолжится. Но в любом случае у потребителя есть еще время и возможность самим рассчитаться за воду. Жарадат Хулхоева, Султан Булгучев, Новости 24. Масштабная имитация боевых действий, лучшие экземпляры боевой техники, полевая каша и заряд армейского настроения. В Ингушетии сегодня стартовал военно-технический форум «Армия-2019». На территории войсковой части 64670 в Троицком будущих защитников Отечества, юнармейцев и призывников знакомили с военной техникой и показывали на практике все тонкости службы в армии. Об открытии форума и впечатлениях ребят репортаж Амины Боковой. Огневая позиция 2С-19М2, радиолокационный комплекс «Зоопарк», самый совершенный из средств наземной разведки. На удалении 20 километров засек батарею противника, ведущую огонь. Командиры под позывными «Радуга» и «Кама» ведут переговоры. За имитацией настоящих боевых действий военной части в Троицком наблюдают не только солдаты и командиры, но и те, кто еще только мечтает вкусить прелести и тяготы армейской жизни. Военно-технический форум 2019 – это площадка для будущих призывников. Здесь они могут познакомиться с военным бытом, отведать солдатской каши, рассмотреть в деталях оружие и технику. И главное – понимать, чего ждать от службы в армии. Огонь! Радуга! Определить результат стрельбы. Я Кама. Комплекс «Зоопарк 1М» засекает цели, передает координаты командиру батареи. Командир батареи в соответствии с полученной информацией, соответственно, управляет огнем артиллерии, поражает цели, меняет огневую позицию, дабы не быть уничтоженным. Такой урок военного дела для будущих защитников Родины, пожалуй, самый наглядный и запоминающийся, особенно для юнармейцев. Их на форуме подавляющее большинство. Тем более, что в военной части также открыт филиал парка «Патриот». Здесь юнармейцы соревнуются в метании ножей, стрельбе, а также метают кошку. Нет, пушистые создания сегодня не пострадали. Это так на армейском языке называют часть специальной операции. Мне нравится кидать кошку. То есть садятся на одну коленку, кидают штуку, как сейчас, и то есть обезвреживают, захватывают и обезвреживают мину. Мадина, одна из немногих среди девочек-юнармейцев, решила наравне с ребятами связать свою жизнь с армией. Правда, помогать родине она хочет не сидя в БТРе. Мадина мечтает стать медиком, но обязательно работать в военной части. Динамический показ с военной техникой давно окончен, но дым в воздухе не рассеивается. А это значит, что на привале уже затопили печку. Время солдатского обеда. Отведать армейскую кашу хотят все гости форума. Готовят ее служащие срочной службы по неизменному традиционному рецепту. Гречка, вода, тушенка, масло сливочное, перец, соль, лавровый лист. Очень много людей побывало, покушало. Военный комиссариат подходил, тоже благодарил за пищу. Говорят, очень вкусно. Кашка вкусная. Мы здесь находимся 3,5 года. Муж у меня сержант. В рамках форума для гостей подготовили большую военную экспозицию. Проверенные временем образцы техники, десятки экспонатов, в том числе тюльпан. Боевой цветок – самый мощный миномет в мире. Тюльпан способен уничтожить практически любое укрепление. Сегодня ему нет аналогов на планете. Предназначение его для уничтожения долговременных укреплений и фортификационных сооружений. Также для живой силы противника в скрытых труднодоступных местах. Экипаж здесь 5 человек. Это командир, водитель-механик и 3 номера расчета. Масса ее составляет 27,5 тонн.
При этом он способен развивать скорость до 60 км в час. Военно-технический форум продлится еще 2 дня. Если сегодня среди присутствующих было не так много призывников, то уже завтра в часть прибудут курсанты Горского кадетского корпуса и остальные призывники. Буквально сейчас уже идут на поступление в высшие военные учебные заведения. И я думаю, вот следующий уже призыв к этому форуму у нас будет в разы больше ребят, которые будут желать поступать и в военное училище, и идти на призыв. Форум «Армия-2019» проходит по всей стране. Главное открытие состоялось в Москве. Также в регионах страны все желающие могут стать чуточку ближе к армейской жизни. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Тех, кто сдал все экзамены и получил заветные аттестаты, ждут в приемных комиссиях СУЗов и вузов. К примеру, в Назрановском аграрном техникуме прием документов ведется с 1 июня. Ветеринария, агрономия, землеустройство, экономика. И не только. На выбор представлено 6 специальностей и 150 бюджетных мест. Подробности в сюжете Дианы Дударовой. Последний звонок прозвенел, экзамены сданы, выпускной балл позади. Теперь пора позаботиться о следующем шаге в будущее – подать документы в выбранный СУЗ или вуз. Назрановский аграрный техникум каждый день, начиная с 1 июня, становится выбором десятков абитуриентов для получения профессиональных навыков. Паспортные данные первые, полностью фамилию, имя, отчество, дату рождения. Джамалей Лажига выбрал специальность ветеринария. К этой профессии он шел осознанно с детства. Любовь к животным и желание заботиться о них стали главной мотивацией. Он также понимает, что ветеринары очень востребованы в регионе. Животные за первого мял бы, цанок остр был мял. Разница, что на врача, что даже дука мял хуй, что на ветеринарном отдыхе. Наоборот, ты спасаешь животных, потому что цанда алхац амял дуцхат, во-первых, шифалас хамда алхат анаха хода. Цадука кадычем наха. Да, хосе диши, да, сидишь на высшего хас, сей карьер да яги дал андель. Не успев еще стать ветеринаром, у Джамалейла была возможность проявить себя в роли доктора Айболита. Еще в детстве ему пришлось ампутировать лапку своего попугая. Судя по тому, что крылатый друг до сих пор живет с ним, операция прошла успешно. Мы его с взрослым попугаем оставить, с породы какаду. Он начал сначала его как свое дитя туда-сюда. И он потом его ногу откусил. Ну, короче, и в панике, кровь туда-сюда идет. Как бы все быстро произошло. Все обмотали, и как бы так быстро. И вот был первый случай. Он выжил? Он выжил, да. Но ноги нет, но он живет все равно. В техникуме ведут прием документов очной и заочной формы обучения по 6 направлениям: зоотехния, ветеринария, агрономия, землеустройство, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения. Период обучения от 2 до 3 лет. В этом году в колледже выделено 150 бюджетных мест аграрных профессий. С начала месяца подано около 100 заявлений. Правила приема с прошлого года не изменились. Папка документов должна состоять, соответственно, из заявления, которое подает и лично заполняет сам абитуриент, ксерокопия, оригинал о среднем образовании, аттестат имеется в виду, также ксерокопия, оригинал представляют просто паспорт, 3×4, 6 фотографий, ну и достаточно вот этот вот пакет документов. Здесь абитуриенты могут вздохнуть спокойно. Для прохождения важны невысокие баллы ЕГЭ. А вот аттестат об окончании 9 классов проверяется тщательно. Ведь конкурс здесь тоже не маленький. От наличия отличных отметок зависит поступление на бюджетное место. Фериде Межоева подает документы на специальность землеустройства. Все 9 классов абитуриентка завершила с отличием. Словом, есть все шансы попасть в список будущих первокурсников. По окончанию этой профессии я планирую поступить в высшее заведение, получить высшее образование по этой же отрасли. Затем якобы поступить на работу. По направлениям экономика, бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения в техникуме бюджетных мест нет. Но несмотря на платную основу, эти специальности остаются самыми востребованными у абитуриентов. Студентка 2-го курса Лейла Ужахова признается, что еще ни разу не пожалела о выборе профессии и учебного заведения. С детства хотела поступить на юрфак, потому что нравилась профессия адвоката.
Я поступила в техникум, и за эти 2 года ни разу не пожалела, что поступила сюда. Лейла, как и многие другие студенты, мечтают поскорее проверить полученные знания на практике. По правилам учебного заведения юристы могут пройти ее только на 3-м курсе. Студенты Назрановского аграрного техникума ежегодно проходят практику в управлении Росреестра, Назрановском районном суде, в Центре ветеринарии, в ГУПах Орджоникидзе, Асканова, Нассыркорт и другие. Так, к примеру, в прошлом году 6 из 15 практикантов колледжа в ГУПе Сунжа сразу после окончания практики были приняты на работу. Словом, каждому студенту дается возможность зарекомендовать себя как квалифицированный специалист и тем самым обеспечить себе рабочее место. Ну а абитуриентам стоит подумать о выборе аграрных профессий, которые, к слову, действительно востребованы в регионе, и желательно поторопиться. Прием документов продлится до 15 августа. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24. Состояние отличной физической формы во все времена высоко чтилось в ингушском обществе. Испокон веков наши предки увлекались различными видами спорта. Их возрождением занимаются потомки. Вдохнуть новую жизнь в ингушские спортивные игры намерены сотрудники Министерства образования и науки региона в лице Исраила Ашсамакова. Начать решили с летнего оздоровительного лагеря «Эрзи» в Таргиме. С правилами каких игр ознакомили детей и какие подарки им преподнесли, расскажет наш корреспондент. В условиях, когда приходилось защищать родных и близких от нашествия врагов, именно мужество и физическая подготовка помогали горцам. С детства мальчики-ингуши учились легко сбегать на крутые горы, стрелять из лука, огнестрельного оружия, боролись, поднимали камни, скакали на коне и посещали различные состязания. В общем, все, чтобы быть сильными и ловкими. Но при этом они, как спартанцы, не знали устали, никогда не жаловались и не проявляли слабость характером. Стараются соответствовать славным предкам и юные воспитанники лагеря «Эрзи». Целая очередь выстроилась желанием познать навыки благородного вида спорта – стрельбы из лука. Этот лук специально для детей изготовлен из натурального материала по древним стандартам. Именно такими пользовались горцы. Сегодня держать лук и стрелы многим довелось впервые. Для Белала Алироева первые попытки освоить благородное мастерство также не обвенчались успехом, но он вовсе не отчаивается. С первого раза я не попал, но хотелось бы научиться хорошо стрелять прямо. Воспитанники лагеря осваивают не только стрельбу из лука, также они узнают о развлечениях, о которых ранее даже не слышали. Представители Министерства образования республики знакомят их с ингушскими спортивными играми. Йылбазах баргал, тялгах лоузер, таркельгах лоузер, кужельгаш лилер, джакаш тусер и многие другие. Эти игры делают акцент не только на физическую подготовку, они также развивают интеллектуальные способности. С доброй миссией возродить ингушские традиционные спортивные игры представители Минобра успели с начала месяца посетить уже несколько детских лагерей. Такие визиты они планируют продолжить и дальше. Мы решили так, что будем ездить в смену, каждый лагерь один раз будем посещать. Нас очень долго отучали от таких вещей, приучая нас к очень, так скажем, к европейскому пониманию спорта. Я считаю, что настало время вспомнить, что и у нас, у ингушей есть, и у многих народов Кавказа есть глубокие, очень красивые традиции игровые. Поставив цель заинтересовать детей традиционными ингушскими спортивными играми, в Минобре планирует провести чемпионат среди юниоров. В Эрзи уже успели не только изучить все правила игры, но и попробовать свои силы. Весь спортивный инвентарь министерство преподнесло в подарок лагерю. Больше всего по душе детям пришлась ходьба на ходулях, кужельгаш-лилар. Может, со стороны покажется, что не так уж сложно пройти пару десятков шагов, но на деле удержать равновесие оказывается совсем непросто. Мне хотелось бы научиться ходить на ходулях, чтобы чувствовать себя повыше немножко, чувствовать себя, как будто я взрослее стал так быстро. А если будут соревнования, примешь участие? Да, приму. И будешь теперь готовиться? Буду. Словом, удалось не только заинтересовать воспитанников спортивными играми, но и разбавить и без того богатую событиями воспитательную программу летнего отдыха. С концертом к ним приехали и артисты филармонии. Это еще и отличная возможность освоить искусство ингушского танца.
Ну и отдых по расписанию. Тихий час, установленное время, пятиразовое питание, культурные программы, различные кружки, конкурсы, игровые площадки. Что мне очень нравится здесь. Здесь хорошо питание, играть. Я мою зубы, поправляю кровати, потом иду на завтрак, потом играю мяч и рисовые. Что больше всего нравится в лагере? Играть в мяч. Мне больше нравится играть с друзьями. И мы с ними играем, может быть, в футбол и много другое играем. Словом, в летнем оздоровительном лагере Эрзи, который открыт в одном из самых живописном районе Ингушетии, созданы все условия для полноценного отдыха. А так ли это в действительности, можно понять, задав следующий вопрос. А домой хочется, Абдулмалик? Мне хочется. Теперь у юных ребят появилась возможность не только провести незабываемый отдых, но и принять участие в возрождении ингушских традиционных спортивных игр. Освоив навыки за время нахождения здесь, по возвращению домой они непременно будут делиться полученными знаниями и умениями со сверстниками. А значит, турниру точно быть. Диана Дударова, Султан Булгучев, Новости 24. Метеозависимым на заметку. Резкое изменение погоды, магнитные бури, вызванные повышенной солнечной активностью, могут способствовать обострению некоторых хронических заболеваний, повышению или понижению артериального давления. Гипертония – бессимптомное, но грозное заболевание, может разрушить участки мозга и привести к инфаркту. Как же обезопасить себя? Полезные советы от Рины Тичоевой. Боль в висках, сердцебиение, отсутствие настроения – это говорит о том, что у вас высокое давление. Низкое же характеризуется болью в затылке, отсутствием, опять-таки, настроения, головокружением, тошнотой и рвотой. Любая стремительно изменяющаяся погода, как сильное похолодание, ветер, дождь, град и жара негативно сказываются на состоянии гипертоника. Однако самое большое влияние оказывает сильная жара. В знойный период года высокая температура воздуха – настоящее испытание даже для вполне здорового человека, не говоря уже о пожилых людях. Если человек ни разу не сталкивался со скачками давления, то ему будет очень сложно понять, что вообще с ним происходит. 3 стадии гипертонической болезни. Это 140, это первая степень, да, 160 это уже 2 степень, и когда 180 уже 3 степень гипертонической болезни. Люди даже обращаются, они даже не знают, что у них давление. Люди должны обратить внимание, что давление может быть бессимптомно и может проявляться клиническими симптомами. Если оно проявляется клиническими симптомами, даже легче, уже человек настраивается, да, и думает, что с ним что-то не так, он может померить давление. Это головная боль, это тяжесть в голове может быть, это боль в глазах может быть, это шум в ушах может быть, да, тяжесть в затылке. Это все настораживает человека, и он начинает мерить свое артериальное давление. В том случае, когда гипертоник чувствует, что жара не лучшим образом воздействует на его организм, необходимо срочно обратиться к врачу за помощью. Если у вас под рукой нет прибора для измерения давления, обратитесь в ближайшую больницу, медпункт или в амбулаторию. Здесь врач поможет вам установить цифры вашего артериального давления. Разговаривать нельзя. Каждый день во взрослую поликлинику за медицинской помощью обращаются сотни пациентов. Половина из них волнует скачок давления. У меня нормальное давление. Сейчас же многие от ожирения давление поднимается, от жары поднимается. Ну, алхамдулиллах, сколько у вас давление? Нет. 110 на 70. Это ваше нормальное? Это мое нормальное давление, да. В данное время у аптеки الدوليني ملغش حي سيونو صديق كده إنوليد ورو صديق يردي هنا يأخذ أو نوقي ولا شيء هنا بس هند الدولين بس كاكويد ديجني اشتبلجيني يصديق دوليني أزدي دقة يلش عيني واخ تاخسين حي ملغ سمو ملغ لوريو شو ودش سيدي تسمع حي زي ملغ دي سي سبليدات ديجني سيريتشب سبليدات ديجني عيني سيريني سيدي ديجنا процедуре اشتواخ صديق اشتباخ خاصني. Во избежание негативного влияния на организм в жаркие дни необходимо соблюдать следующие простые правила. Не выходить на улицу, особенно в обед. Самое удачное время нахождения на улице до 11 часов утра и после 17 часов вечера. Если вышли в жаркие периоды, то есть после 12 на улицу, мы видим, что жара в эти часы, температура усиливается, это тоже риск возникновения. То есть одежда тоже имеет определенное значение. Это головной убор должен быть, который предохраняет от прямых солнечных лучей. Это хлопчатобумажная одежда, которая также способствует, как бы регулирует теплообмен организма и наружной среды, да?
тоже как бы профилактика. Помимо медикаментозного лечения, популярные и народные методы хорошо себя зарекомендовали следующие варианты фитотерапии для нормализации давления. Сок из моркови, свеклы, боярышник и мед с лимоном. Чтобы пережить лето безопасности для здоровья, не забывайте следить за питанием. Настроение может поднять хорошая книга или общение с родными. Лена Цычоева, Адам Далаков, Новости 24. А вот герой нашего следующего сюжета, несмотря на юный возраст, достиг определенных высот в боевом виде спорта. Победитель многочисленных турниров по смешанным боевым единоборствам, ингушский боец ММА Мухаммад Дзангиев продолжает пополнять копилку спортивных достижений Ингушетии. На этот раз спортсмен завоевал бронзовую медаль на турнире ММА фрифайтинг в Азербайджане. О триумфе спортсмена расскажет Идрис Ижиев. В связи со снятием противника. Мухаммад Дзангиев, как никто другой, отвечает жестким критериям смешанных единоборств. В спорте он уже больше 10 лет. По совету старшего брата Мухаммад занялся дзюдо. Отличная физическая подготовка и знания борьбы сыграли огромную роль в будущих победах молодого файтера. Двукратный чемпион России на этот раз заявил о себе на турнире в Азербайджане. Организация называется фрифайтинг. Там участвовало около 300 человек. Из Ингушетии дрался только я и занял 3-е место. С легкостью побеждая соперника в весовой категории до 56 килограмм, Мухаммад планомерно шел к своей цели на этом сложнейшем турнире. Однако в полуфинале его ждал неприятный сюрприз. Умели драться в стойке, так и в партере. И двоих я выиграл, третий мне сделал болевой на руку. Я не дотянул до партера, из-за этого сделал свою ошибку. Соперник воспользовался шансами, сделал мне болевой на руку. Тренировки Мухаммад возобновил уже на следующий день после приезда. Отдых для него непозволительная роскошь. Впереди еще один турнир, который пройдет 20 июля в Нальчике. Пожелаем, чтобы и эта вершина ингушскому бойцу покорилась. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Важное событие, запоминающееся на всю жизнь. В эти дни проходит череда выпускных баллов. Это одновременно и грустный, и радостный день. Грустный, потому что трудно расставаться со школой, а радостный, так как в жизни ребят начинается новый важный этап – выбор профессии, работы. Прощание с детством и встречу со взрослой жизнью. Вчерашние учащиеся школы имени Джамалдина Индиева села Дачное решили провести в Магасе. Праздник выпускного в сюжете Тамары Хашагульговой. Тот выбор, который сегодня вы сделаете, он коренным образом повлияет на то, что с вами будет в будущем. Я от всего сердца желаю вам, чтобы все в вашей жизни было именно так, как вам хочется. Девушки в красивых вечерних платьях, парни в элегантных костюмах, как и подобает виновникам торжества. Вчерашние школьники – главные звезды. Сегодня все для них. Даже приезд официальных гостей. Поздравить мальчишек и девчонок, а также их учителей пришли народный мэр Алихан Тумгоев и руководитель администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев. Я вам желаю ровно то, чего ваши родители желают вам. Чтобы вы всегда ценили своих родных, своих учителей и добивались тех целей, которые вы поставили перед собой. Чтобы всю жизнь вы совершенствовались, учились и еще раз учились. И вы обязательно должны завтра стать врачами, учителями. У вас теперь впереди совсем другие ответственности, совсем другие жизненные перипетии. Мы понимаем, через что вам пришлось пройти. Мне здесь хочется поблагодарить также и ваших учителей, ваших родителей, которые вложили в вас действительно много труда. И вы действительно обязаны оправдать их доверие. После официальной части праздничная разделить с выпускниками радостные события пришли как звезды ингушской эстрады, так и начинающие артисты. В их репертуаре песни и танцы на родном языке. Выпускной – самый долгожданный день в жизни любого старшеклассника. Момент абсолютной свободы, когда ты уже не школьник, но еще и не студент. Позади 11 лет за школьной скамьей, впереди выбор, кем быть. Сегодня все мысли, планы и мечты вчерашних школьников о будущем. ЕГЭ у большинства из выпускников уже сданы, ждут только результатов тестирования. А кто-то, например, Салман Хадзеев, в ожидании своего последнего госэкзамена, который пришелся на резервный день. Но тоже предстоящее ожидание не может омрачить праздник. Я сдал уже практически все экзамены, остался просто русский один, так как я пошел на резерв из-за здоровья, проблемы были с здоровьем.
сейчас я уже хочу, после оглашения результатов, хочу поступить в Москву, в госмуниципальное управление. Надеюсь, у меня все получится, так как эта работа очень востребована везде, спрос есть. Праздник, с которого начинается их будущее. Счастливые лица с легкой грустью в глазах. Они еще прекрасно помнят свой первый класс, своего первого учителя, а первые двойки в дневнике вспоминают со смехом. Уже скоро их пути разойдутся, возможно, навсегда. Каждый из этих ребят пойдет своей дорогой. Мы этого дня ждали очень долго, но пришел этот день, и нам очень грустно расставаться со своим классом. Мне хочется, мы стали одной большой семьей, и очень грустно с ними расставаться. Я своим одноклассникам желаю всего самого наилучшего. Хочу, чтобы у них все в жизни было хорошо. Но дети никогда не пререкались моему слову. Одного моего взгляда хватало, вот, чтобы эти дети не перечили мне. И вот что самое главное, я заметила в своих детях, самая вот такая отличительная черта, что они всегда ко всем относились с добротой. Вот это самое главное. Я им желаю, значит, всего самого-самого наилучшего. Что девочкам, что мальчикам. Впереди у многих из этих ребят ответственная студенческая пора с сессиями, курсовыми, дипломными. А сейчас прощальное фото на долгую память и обещание вот так же собираться в теплом кругу большой семьей, обретенной за 11 лет. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила для водителей. Согласно новому закону, ужесточается наказание за оставление места ДТП с пострадавшими и за аварию, совершенную в состоянии алкогольного опьянения. Напомню, в апреле таких беглецов приравняли к пьяным водителям, а сейчас для них ввели более строгое наказание. За причинение тяжкого вреда здоровью виновникам грозят принудительные работы на 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Если в ДТП погибли 2 или более человек, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Изменения коснулись не только самих законов, но и их трактования. Штраф за первое нарушение, согласно постановлению Верховного суда, теперь 500 рублей, а за второе – 5000. Главное отличие между ними – наличие преступного умысла. Сейчас время анонса. Уже в эту субботу в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО» с Зелимханом Калоевым. Итак, завтра в 21:30 вы увидите. Кадровые перемены. Временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия, выразившиеся в указе президента, это огромное доверие президента. Считаю, основными направлениями, я уже сказал на представлении, это дальнейшее развитие социально-экономической республики. В Ингушетии представили исполняющего обязанности главы региона Махмуда Али Калиматова. Тревожные новости, языки пламени и беспощадная засуха. Страшно, когда горит, знаете, было такое, это очень страшно. Сотрудники МЧС проверяют ставропольские поля в пожароопасный период. Запах смерти. Эффективно и безопасно. Постоянно прогнозисты уходят, смотрят по листу, смотрят по яблоне. Визуальное наблюдение отдельно еще есть. Кроме ловушек делается еще визуально. В неделю практически каждый день. В крупных сельхозпредприятиях Ингушетии Россельхознадзор установил феромонные ловушки. Рак касается каждого. Бледность, потеря веса, слабость, головокружение, тошнота. Качественно можем выявить рак в принципе только если первичное звено – это врачи не онкологи, это терапевты, лор-врачи, акушеры, гинекологи. Лучшие онкологи мира передали свой опыт медикам Карачаева-Черкесии. Дефиле в костюмах предков и традиционные блюда. Мучная каша курчи. Ее готовят, когда невеста приходит в дом или рождается ребенок. В Дагестане прошел фестиваль традиционной культуры наследия. Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.